Мощным правым боковым Ислам Шаухалов отправляет своего оппонента на настил ринга. Боксер из Дагестана не успел среагировать на удар и на несколько секунд оказался в нокдауне. Этот эпизод в середине второго раунда стал самым эффектным за весь трехраундовый бой, по итогам которого победу забирает наш земляк. Не устоял от натиска Ислама Шаухалова и его финальный соперник из Чечни. В этом бою соперники показали динамичный и зрелищный бокс. По итогам 3 раундов победа снова за Исламом, а вместе с ней и чемпионская медаль. 7 килограмм. Боксер красного угла Ислам Шаухалов. Провел очень сильно достойно 2 боя. Показал очень хорошую выносливость, проявил себя как хороший боксер. Но я думаю, в дальнейшем очень хорошая перспектива, тем более он очень молодой, ему сегодня всего лишь 20 лет. Надо ему отдать должное, он боец, он выкладывается на все на 100%. Но работы очень много, потому что немножко тактико-техническая подготовка немножко хромает. А тем более сейчас чемпионат России пройти, там очень сейчас надо подойти к нам, как говорится, в такой форме, чтобы у нас было все хорошо. Выиграв этот чемпионат, Ислам заработал себе путевку для участия во Всероссийском. Он состоится в ноябре в Чите. На него уже съедутся сильнейшие боксеры страны, которые стали победителями своих округов. Тренировки Лукаиля Хауса, сборы что Гусуфна и турниры Саши Кобой, Сапховой Хатиисха. Опытный брат Геолж. Сейчас тренировки будут более усилены, потому что это чемпионат России, это самые сильные соревнования сегодняшние, которые у нас проходят на территории Российской Федерации, потому что это чемпионат России среди взрослых. Это не юноши, не юниоры, а уже зрелые боксеры. Там и будут участвовать чемпионы мира, олимпийские чемпионы, призеры Олимпиады, призеры мира, Европы. Так что на эти соревнования у нас будет уже совсем другая подготовка. Планируете сборы какие-то, выезды? Ну, сейчас, пока мы будем дома тактико-тактической подготовкой пока заниматься, а так где-то в июле месяце хотим поехать на 20 дней на сбор. Это в Торскол, Кабардино-Балкарская республика, в горы наши. И там будет тренироваться сборная, и мы с командой сборной хотим провести 1 сбор, а потом, если как получится, и перед Россией в городе Чите до России за 15 дней провести 2-й сбор и сразу же там, чтобы уже адаптацию пройти, все, чтобы, как говорится, были готовы к чемпионату России. На чемпионат России поедут сразу 2 представителя ингушской школы бокса. Оба они из этого зала и тренируются у Магомеда Заурова. Умар Султыгов также принимал участие в чемпионате «Юность России», но уже в более тяжелой весовой категории 92 килограмма. Он стал серебряным призером и сейчас принимает участие в другом крупном турнире, и поэтому его нет в зале. Умар недавно стал чемпионом округа и еще до «Юности России» обеспечил себе попадание в чемпионат страны. Очень перспективный. Недавно выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа в городе Грозном. Провел очень хорошие 2 боя. Потом выступал, там было полупрофессиональные бои в 4 раунда. Провел 3 боя. В финале немножко его зажали, но там 1 удар туда ушел. Но мы не переживаем, потому что это полупрофессиональные бои. Пацан первый раз на таких соревнованиях участвовал. В этой секции бокса тренируются около 100 человек. Есть среди них и юные дарования. Сразу 4 молодых боксера стали победителями турнира по боксу, посвященного Дню защиты детей в Ставропольском крае. Среди них и молодой Ахмед Матиев. Мальчику всего 9 лет, но он уже усиленно тренируется и приносит золотые медали. Ахмед, в турнире квартал, мы что делаем? Ну что ты рада? Ну то как-то обид. А мы что слышим это? Тренироваться до 7-го пота и выкладываться на все 100. Так в этом зале воспитывают будущих чемпионов. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.